Приветствую всех. Внимание, это нечто. В Китае Coca-Cola будет продаваться в качестве средства для прочистки труб. Безалкогольный газированный напиток Coca-Cola, производимый американской The Coca-Cola Company, согласно решению Центрального комитета Китая по качеству пищевых продуктов, будет переведен в категорию сантехнических жидкостей, рекомендуемых для прочистки труб. Как отметили ведомства, причиной такого строгого решения стали научные исследования содержания напитка, а также его влияние на здоровье человека. Для опытов были отобраны более 500 заключенных китайских тюрем, принимавших Coca-Cola ежедневно 3 раза в день в течение 6 месяцев. В итоге для 75 эксперимент закончился летальным исходом, а еще 150 стали инвалидами. У них обнаружено хроническое заболевания различные и принесли различные степени тяжести для организма. Комиссии также были сделаны выводы об опасности газированного напитка для жизни и здоровья человека, что вылилось в постановление о немедленном изъятии Coca-Cola из всех продуктовых магазинов страны. При этом дополнительно были отмечены и положительные свойства жидкости. В частности, она рекомендована для продажи в магазинах и отделах сантехники в качестве эффективного средства для прочистки труб. В 2006 году в Турции впервые в мире против Coca-Cola начали судебное разбирательство по поводу состава напитка. На этикетке обычно пишут, что в Coca-Cola входит сахар, фосфорная кислота, кофеин, карамель, углекислота и некий экстракт. Этот экстракт и вызвал подозрения, и компания Coca-Cola была вынуждена раскрыть секрет, из чего же на самом деле делают колу. Им оказалась жидкость, полученная из насекомого кошениль. Кошениль – это насекомое, которое живет на Канарских островах и в Мексике. Это насекомое присасывается хоботом к растению, сосет сок и никогда не двигается с места. Для насекомого кошениль подготавливают специальные поля. Этих насекомых в поле собирают жители деревень. Из самок и яиц этих насекомых выводят пигмент под названием кармин, который и окрашивает Coca-Cola в коричневый цвет. Сушеный вид кошениль выглядит как изюм, но на самом деле это насекомое. Теперь вы знаете, что означает слово «кока», название напитка. А теперь я вам расскажу, что скрывается под словом «кола». Для этого я расскажу вам историю сотрудника, который 23 года проработал на фабрике Coca-Cola. Сырьем для колы являются солодковые корни, и этими корнями питаются разные млекопитающие, в том числе и мыши. Большие компании при производстве колы собирают эти корни тоннами с помощью экскаваторов. При сборке тонн корней они не в состоянии вытаскивать мышей. Поэтому солодковые корни прессуют вместе с тем, что было среди корней. Только после этого остатки шерсти, лапы и так далее вытаскиваются из этой массы. От того, что напиток имеет темный оттенок, незаметно, что в ней также присутствует кровь и желудочная жидкость этих мышей. Конечно же, гиганты компании, которые производят колу, пытаются нейтрализовать вредные вещества с помощью химикатов. За 23 года сотрудник, рассказавший эту историю, ни разу не выпил ни одного стакана колы. Дальше судите сами. Ученые из Вашингтона разложили на составляющие один из ингредиентов Coca-Cola. Оказалось, что карамель – это вовсе не растопленный сахар, а химическая смесь сахара, аммиака и сульфитов, полученная при высоком давлении и температуре. Она может вызывать рак легких, печени, щитовидной железы и лейкемию. Также выяснилось, что в газировку входит спирт. Это основа той самой секретной добавки 7X. В алкоголь добавляют по несколько капель ароматических масел, кориандр и корицу. А жидкость насекомого кошениль, кармин, вообще не прошла сертификацию. Поэтому колу в некоторых странах не производят вообще. У мусульман этот напиток считается запрещенным. Высший суд Индии запретил распространение колы из-за вреда здоровью. Позже Латвия запретила в начальных классах распространение Coca-Cola и Pepsi. В Англии и на Украине введен запрет в некоторых школах. Берегите себя. Здоровья вам. Всем мира и добра.